Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах выпуска. Инцидент в столичной школе. Во время тренировки 13-летняя девочка сорвалась со скалодрома. 2 миллиарда 800 миллионов рублей получит Якутия на капитальный ремонт и оснащение школ в 2022 и 2023 годах. Призовой фонд 1,5 миллиона рублей. В столице Якутии стартовал абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу. В школе номер 2 города Якутска произошел несчастный случай, сообщает пресс-служба окружной администрации. Во время тренировки 13-летняя девочка сорвалась со скалодрома. В результате падения она сломала руку. Ребенка госпитализировали. Выяснилось, что на тренировку были приглашены ученики школы номер 24, где и учится пострадавшая. По факту инцидента в школе пройдет служебная проверка. Скалодром в школе номер 2 был открыт в 2015 году. Идею его создания предложили члены клуба альпинизма и скалолазания «Экстрим». Сооружение было построено за 3 месяца руками самих учителей из готовых материалов. Спортивный зал со скалодромом работает не только для школьников, но и для всех желающих заниматься скалолазанием. Эпидобстановки. За минувшие сутки на территории республики обнаружили 233 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 86 зафиксировали в столице, 25 в Мирнинском районе, 24 в Нерюнгринском, 21 случай в Алданском районе, 19 в Алекнинском. Также в Хангаласском районе выявили 12 случаев, в Амгинском районе 11, в Сунтарском 8, в Нюрбинском районе 7 случаев. Кроме того, по 5 заболевших инфекцией зарегистрировали в Мегино-Кангаласском, Таттинском и Тампонском районах, 2 случая в Усть-Алданском, по 1 в Горном, Жиганском и Намском районах. За сутки лаборатории республики провели 3850 исследований на коронавирусную инфекцию. По результатам отбора на 2022 и 2023 годы Якутия получит субсидию из федерального бюджета в размере 2 миллиарда 842 миллиона 921 тысяча рублей на капитальный ремонт и оснащение школ. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в социальных сетях и отметил, что в список попали все заявленные 58 объектов образования. Сегодня состоялись торжественные проводы граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и подпроекта «Вахта-14». 38 курсантов со всей республики обучились, трудоустроились и отправились в Нерюнгри работать в угольном предприятии «Колмар». Подробнее в материале Марферины Алексеевой. О возможности обучения, переквалификации и обретения новой специальности в сфере промышленности якутяне узнали в соцсетях. И буквально через месяц после подачи заявки на участие в проекте «Вахта-14» мужчины обрели профессию и уже сегодня выехали в Нерюнгри, трудоустроившись на постоянной основе на подземного горнорабочего в компании «Колмар». Программа обучения и трудоустройства местного населения проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости», программы «Местные кадры в промышленность» и национального проекта «Демография». На сегодня это уже 9-я группа, отправляемая после обучения в крупные промышленные компании. Условия работы и условия проживания сейчас в промышленных компаниях очень хорошие, очень удобные для того, чтобы эффективно максимально работать. Если я сравниваю с ситуацией, когда это было лет 10 назад, да, или 20 назад, когда я сам работал в промышленной отрасли, там условия были такие жесткие. Нас выручала только романтика таежная, скажем так, да, то сейчас и Wi-Fi, и все условия, да, и в том числе и социальный быт, да, очень хорошо налажен в компаниях. Начиная от спорта, да, заканчивая там какими-то культурными мероприятиями. Программу обучения и трудоустройства местного населения реализуют 28 промышленных компаний. За 5 лет действия проекта трудоустроено тысячи жителей республики. Программа работает и отлично откликается у населения. С 2017 года мы реализовываем проект «Местные кадры в промышленность», в рамках которого уже трудоустроилось свыше 30 тысяч человек. Сегодня 38 человек выезжают у нас для трудоустройства в компанию «Колмар». Это представители практически всех олусов республики. И это яркий пример того, что работа у нас есть в республике, люди у нас есть, люди готовы работать, и местные трудовые ресурсы у нас востребованы. Заработная плата на начальной стадии, к примеру, у подземного рабочего в компании «Колмар» будет от 80 тысяч рублей. 3 месяца вахтовой работы и месяц отпуск. Оплачивается проезд до дома и обратное возвращение на рабочее место. Самым удобным, по мнению курсантов, является организация быстрого обучения новой квалификации. Через 3 дня позвонили,
Сказали, что есть там в Колмар, в Нерингли. Можно там через 2 недели, там, да, после обучения, получается, ну, там, ага. Я согласился, вот, получается, что я уже сегодня еду. А я вот учился, там ничего сложного такого нету. Республику не подведем. Наткнулся на объявление в Инстаграме. Тут же позвонил, сразу же откликнулись, предложили обучение. Обучился 3 недели, закончил курс, сдал экзамены и попал сюда. Будем расти по карьере, начинать с чего-то. В текущем году в рамках программы «Местные кадры в промышленность» трудоустроено около 10 тысяч жителей Якутии. До 2024 года планируют трудоустроить еще не менее 27 тысяч якутян. Марфелина Алексеева, Джулс Накентьев, Якутск. Накануне в Покровске состоялось вручение ключей переселенцам из ветхого жилья. Около 30 семей обрели новое благоустроенное жилье прямо в центре города. Среди счастливых новоселов числится пожилая семейная пара Николай и Галина Береза, которые всю жизнь прожили в частично благоустроенном деревянном доме. Теперь им нужно привыкнуть к новому уровню комфорта. Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. Они вместе с далекого 1964 года. Молодая санитарка Галина, родом из Алекминского улуса, полюбила механизатора Николая, который приехал в Покровск из Мирнинского района. У пары сейчас 3 детей, 5 внуков и 2 правнука. В 3-комнатную квартиру в деревянной двухэтажке по улице Братьев Ксенофонтовых, 23, семья въехала в 1996 году. С тех пор и живут здесь. Рассказывают, что их дом является одним из первых двухэтажных домов в Покровске. Одно время здесь даже было общежитие для медиков. Но ничто не вечно. Двухэтажка начала с годами ветшать. Особенно ситуация начала ухудшаться после коммунальной аварии. Мы не помним, какой год, но когда теплотрасса прорывала, вот, водой заливала, и с горячей водой залила, и осел весь фундамент, и пошел дом ломаться. Полы упали все, провалились, и дом пошел вот так вот весь. Дом признали аварийным только в 2014 году. В первый этап программы переселения он не попал. Жителям пришлось ждать более 5 лет, прежде чем для них, наконец, построили новое жилье. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш новый дом. Прошу. А вот и новые апартаменты семьи Береза. 2-комнатная квартира на 2-м этаже 5-этажного дома. Есть отдельные ванная, туалет, просторный балкон с видом на центр Покровска. Сделан базовый ремонт. Все понравилось, все очень хорошо. И кухня, и комнаты, и санузлы, и ванная. Все отлично. Я еще никогда не жил в благоустроенных квартирах полностью. И как хорошо, что новый дом находится буквально в 200 метрах от старого. Николай и Галина готовы потихоньку сами перетаскивать свои вещи пешим ходом. А для более габаритной мебели закажут машину. Сегодня мы вручаем ключи от нового дома по адресу Братьев Ксенофонтовых, 27. Это в самом центре города Покровска. В новый дом переезжают порядка 8 аварийных домов, подлежащих сносу. На очереди теперь ввод 2 многоквартирных домов по улице Братьев Ксенофонтовых под номерами 98 и 102. Заселение жителей планируется до конца этого года. В оба дома должны переехать 51 семья. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации. В своем поздравлении Илдархан отметил, что Конституция – это то, на чем держится все наше государство. Это закон, отвечающий всем нуждам страны, ее многонационального народа. Принятие основного закона 12 декабря 1993 года ознаменовало собой новый этап построения российской государственности. Ну а уважение к основному закону страны помогает нам притворять в жизнь самые смелые идеи и достигать высоких результатов. Сегодня в честь Дня Конституции включена архитектурно-художественная подсветка телебашни в Якутске с 5 до 8 часов вечера. Вместе с якутской телебашней праздничная подсветка появится на телебашнях в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах. Ну а на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться флаг России. А с наступлением сумерек включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Напомним, Российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год, 12 декабря, объявили государственным праздником.
После долгого перерыва сегодня в столице Якутии стартовал абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу памяти заслуженного тренера республики Федора Дегтярева. За звание чемпиона республики в весовых категориях до 75 килограммов и 95 килограммов вступят в борьбу все сильнейшие масс-рестлеры республики. Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. В чемпионате принимают участие как мужчины, так и женщины. Всего более 80 спортсменов. После первого круга состязаний лидировали спортсмены Сергей Константинов, мастер международного класса, Семен Атаков, чемпион России, Айсен Семенов и Тимофей Большаков, мастер спорта республики. Прямую трансляцию абсолютного чемпионата можно наблюдать на телеканале НВК «Саха», а также итоговые схватки можно посмотреть на официальном YouTube-канале нашей телекомпании. ПАМО собрал, в общем, вообще именитых. Нету слабых. Чемпионы республики, чемпионы России, чемпионы мира. Это о чем-то говорит. Мастера спорта международного класса, России и Республики Саха-Якутия. Многих собрал. Но неизвестно, что тут мастер спорта международного класса. Тут я не берусь угадывать, что он станет первым. Праздник для нас, для массы рестлеров, те, которые вокруг этой орбиты крутятся, в общем, в этой сфере находятся. И не только, я думаю, и при помощи вашей компании это смотрит вся наша Якутия. И не только наша Якутия. В Саха-театре города Якутска прошло чествование почетного гражданина республики, заслуженного строителя Российской Федерации Дмитрия Дмитриевича Трофимова в честь его 75-летия. Дмитрий Дмитриевич Трофимов – живая легенда железнодорожной отрасли Якутии. Первый и единственный отраслевой министр, первый президент, а после генеральный директор компании «Железные дороги Якутии». Он стоял у истоков развития железнодорожного транспорта нашей республики. Благодаря его настойчивости и преданности делу Якутия смогла довести железную дорогу до Нижнего Бестяха. Министерство транспорта Российской Федерации. Фотография на память. В этот вечер ему вручали награды, приветственные адреса. Приехали поздравить его коллеги со всех концов России. Земляки, друзья, дети и внуки. Дмитрий Трофимов прошел трудовой путь от мастера-прораба до руководителя крупного предприятия. По словам коллег, именно Дмитрий Дмитриевич приложил все свои силы к тому, чтобы мечта всех якутян стала реальностью. Ну, я считаю себя достаточно счастливым человеком только по той простой причине, что мы целевую задачу, которую мечтали построить многие поколения якутян, удалось выполнить при нашей жизни. Решая многие труднейшие организационные вопросы, он вложил колоссальные усилия в подготовку кадров будущих железнодорожников. Также обустраивал села, расположенные вдоль пути. Этот вечер явился свидетельством признания его заслуг перед обществом и страной. К этой минуте пока все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.